Давайте начнем со знакомства с Ильгизом. Насколько я понимаю, Ильгиз уже опытный и востребованный автор. Кроме прочего, он работает режиссером в Казанском театре кукол, правильно? Я для начала хочу спросить у вас вот какую вещь. Из чего родился этот текст? Да, добрый день. Во-первых, большое спасибо артистам, режиссеру за такую работу. Я впервые слышу текст на русском языке, он, конечно, совсем по-другому звучит. И спасибо большое переводчику Наилю Мухаммедову, потому что здесь очень большая его работа. Перевести конкретные нюансы текста. Вот. А что касается именно пьесы, пьеса писалась долго. Я обычно, по-разному получается там работать. Но именно этот текст писался 10 лет. Ну, с перерывом, конечно, с перерывом. Он в 4 актах. И я написал первый акт, потом понял, что я еще не готов к этому тексту, ну, к этому произведению, чтобы его написать. И отложил его. Отложил, и так получилось, что отложил на 10 лет. И потом уже, когда я вернулся и прочитал первый акт, который был написан, я прочитал его абсолютно как чужой текст. И уже к этому времени у меня был какой-то опыт в режиссуре, так скажем. И я понял, какой там такой плотный диалог, ну, какой-то вот. Мне текст понравился самому, как режиссеру уже, как чужой текст. И я решил, что это нужно закончить. И все равно в течение этого времени продолжаешь думать над историей самой. Я понял, что я сейчас могу эту работу закончить. И дописал ее уже, ну, там, в течение, может быть, недели. Там поджимались сроки. 10 лет, потом неделя. Да. У нас в Татарстане есть такой хороший конкурс «Новая татарская пьеса», который уже с 2003 года, если я не ошибаюсь, проводится театром Камала совместно с Министерством культуры. И, конечно же, этот конкурс, он всегда подстегивает авторов на какие-то, так скажем, подвиги. И тут поджимали сроки конкурса, и надо было заканчивать пьесу. Так у вас был дедлайн, все теперь понятно. Да, Вот в чем секрет. Да. А сама история, здесь почти ничего не придумано, здесь собрано из разных историй, и эти люди, они для меня как живые. Кто-то из них это мои родственники, кто-то знакомые, кто-то друзья, кто-то, ну, там рассказывали какие-то истории. И, ну, оно как-то вот вместе собралось, сложилось, как мне тогда казалось. Знаете, мне кажется, что я как будто бы почувствовала, вы сейчас кое-что для меня объяснили, когда сказали, что второй акт этого текста писался спустя довольно сильный перерыв и уже фактически другим человеком. Потому что меня заинтересовало в этом тексте следующее. Он начинается, да, с цитаты Томаса Манна, где мы заявляем главную тему, это тема семьи. И ты ждешь какого-то героя среди этих людей. И вдруг ты понимаешь, что в этом тексте нет главного героя. Есть смерть главы семейства, а в первом акте этого текста абсолютно все персонажи равны. Они представляют такой хор. Вот Нияз уже хочет присоединиться. Ну, Бурган же главный персонаж. Это же схема последних дней Булгакова, по сути. Давайте мы в микрофон будем говорить только. Ну, мне кажется, что главный герой Бурган, потому что здесь схема такая, примененная, например, Булгаковым в последних днях. И через главного героя, который не появляется, проявляются все остальные персонажи. Мне кажется, это и есть главный герой, если... Да, но при этом, на самом деле, если мы посчитаем упоминания Бургана, что тоже очень интересно, для подобной схемы их очень мало, он остается немного загадочным персонажем. Безусловно, но он все равно, он вот атмосферу всю создает он, не они. Ну, нет, непредлагаемые обстоятельства, я не знаю, это, наверное, все-таки непредлагаемые обстоятельства. Предлагаемые обстоятельства – это конкретная ситуация, предлагаемые обстоятельства – это поминки, хотим мы того или нет.
А вот атмосфера, которая рождается, такая густая, тягучая, такая патриархальная, постоянное напоминание о смерти, и покойник тянет за собой живых, и даже если они живы остаются, они все равно ну, то есть вот, понятно же, что у матери вот Фирузы, у нее уже все, как бы жизнь кончилась. Она продолжается физически, но на самом деле она уже мертва. Потому что со смертью дочери, муж умер, дочь умерла, дальше для чего жить, непонятно. Ну вот это все. Мне как раз кажется, знаешь, что вот эта история про законченную жизнь, для меня этот текст о том, как смерть главы семейства обнаруживает на самом деле отсутствие смыслов в этом семействе, которое как будто бы уже существовало там. Ну, среди прочего, конечно, потому что когда все жестко на каких-то саморезах накручивается, закручивается, реально-то теплота, ну, где-то есть между какими-то отдельными персонажами, там между, значит, Байбулатом, там и Бану есть какая-то такая, но на самом деле все это достаточно чужие друг другу люди. Друзья, может быть, кто-то тоже хочет высказаться, обозначить какую-то тему или просто рассказать про ваши впечатления о тексте? Пока еще никто не созрел? Мне вот, например, очень... Второй акт для меня такая интересная история, потому что он куда более действенный. На самом деле, если рассматривать пьесу с точки зрения событий, первый акт — это действительно такое поминальное застолье бесконечное. Он, вот как я сказала, тягучий очень. И во втором акте вдруг начинается, ближе уже к концу первого, во втором персонажи начинают как-то иногда нелепо, иногда не доводя свои действия до конца, но действовать. Меня, например, очень заинтересовала такая несколько загадочная героиня Айсылу, которая мне напоминает абсолютно чеховскую Наташу, которая вот такая приперлась в дом. Все с ней совершенно понятно, абсолютно всем, кроме, собственно, ее избранника. Ему нет, ты знаешь, как будто бы нет, он же очень ее яростно отстаивает. И в этом отстаивании, кстати, мне кажется, есть тоже важная тема, что персонажи, вот условно, да, первый акт — это 3 дня после смерти, второй — 40. Персонажи вдруг пытаются вот свою пуповину от отца как-то вот обрезать, пытаются начать действовать независимо от отца, как будто бы нам первый акт как раз нужен был для того, чтобы они вообще обрели эту способность действовать, потому что они в каком-то были параличе воли, что ли. И вот он таким образом пытается свою волю, знаете, когда ты уже принципиально должен жениться на этой барышне, потому что тебе говорят «нет», но ты хочешь совершить свое действие. Я в этом увидела. Я поэтому говорю, что он понимает. Я поэтому говорю, что мне кажется, он тоже понимает, какая она и кто она, но он хочет вот этим действием перебороть космос, победить ее сущность, да, Вот почему она ушла, ты знаешь, обычно такие Наташи так просто не уходят. Меня вот удивило эта история. Да, Наташи выгоняют всех, да? Да, они выгоняют всех. Она же все сделала, она разобрала печь и так легко свалила. Да, самое главное, куда? Да. Все-таки в положении, к матери вернуть. Да, есть тут какие-то в этом тексте, есть какие-то такие давай... линии для меня загадочные. Может быть, у кого-то есть ответ? Давай спросим автора, почему так происходит. Или мы спросим автора, да. А вдруг кто-то еще какую-то интерпретацию предложит, нет? Да, давайте. Знаете, если экстраполировать на нашу жизнь, весь текст, все это произведение, которое, в принципе, на меня как на актера и на сценариста произвело впечатление очень большое, ведь это же наша жизнь. Что такое Бурган? Бурган — это, грубо говоря, Советский Союз. Ну, грубо говоря, да? Неожиданно. По большому счету. И вот там были такие правила, которые должны были строить дом, и должны были все быть положительные. И вдруг Бургана не стало. Пришло другое время, другие люди, другие принципы существования. А люди не могут в них вписаться. Они из той эпохи, они там были, они не могут по-другому жить. И там даже в тексте есть, когда говорит одна из героинь, что я пыталась не жить как Бурган, но мы все живем как Бурган, даже не хотя этого. Понимаете? Вот, и поэтому этот текст намного шире, чем просто произведение Дом Бургана. Это очень широко, вот если вдуматься, это просто о нашей жизни сейчас, вот, которая происходит
в России современной. Я я через это так Ну, вот для пропустил. меня это тоже история. На самом деле, вот мы тут, да, собрались под шапкой национальной драматургии, но для меня на самом деле это очень тоже близкий текст. У меня лично была такая история, как бы всерьез всей семьей решали. У меня бабушка из села, как бы, будем мы эту печь сносить или не будем мы сносить эту печь. Это Но ведь- очень но ведь понятная печь это не история. просто печь. Печь это Конечно. дом, это очаг, это то, вокруг чего все собирались. Она же ведь не просто так была придумана кем-то. А с другой стороны, можно встать на позицию других героев, да, Да, молодых, и да, посмотреть на это и да. подумать, боже мой, ну, друзья Да, мои, всё вы все правильно. еще ждете Второй мировой войны. Да, Давайте да. разберем, а мы живем сейчас, война-то нам нужно приходит, место. газ Но она приходит, и газ Да. кончается, да. И вот поэтому я говорю, что это намного шире, чем Но просто история ощущение, печи. что автор не встает ни на позицию людей, которые ну, держатся за традиции, как за способ упорядочивания мира, ни на позицию героев, которые пытаются как-то начать сами действовать независимо от этих традиций. Я прости, я вклинюсь. Просто как человек, который, наверное, здесь больше всех читал пьес Ильгиза, я знаю, что Ильгиз как бы он относится к такой категории драматургов, которые немножко знают, как надо жить правильно, да. И, в общем, у него есть всегда своя позиция, а здесь он как бы отходит от этого своего ну, достаточно часто встречающегося взгляда, который имеет право тоже на существование. Здесь он такой бытописатель, даже Это эпос, да, это во многом? да, создатель эпоса. И при этом мне очень нравится, вот вы сказали совершенно, но у меня немножко другая ассоциация, да, там говорят же, ну такой примитивный, там мужчина там должен построить дом, родить сына, посадить дерево рубят, сына выгоняют в утробе, он не рождается, люльку обрезают, потому что, и, соответственно, дом, печь разрушена, совсем согласен. Более того, в фольклоре, в русском, во всяком случае, печь – это еще женское лоно, это еще это как бы из печи рождаются, там купали младенцев. Это была такая, как бы, вот во всех сказках, которых ну, там в русских, это как бы еще, как это называется, метафора как бы женского начала такая. Вот есть дом, мужское начало, а внутри в нем женское начало, символизирующее печь. Как бы очень много, несмотря вот почему этот текст очень нравится, несмотря на то, что здесь вот кажется очень много деталей быта, там спилили, не спилили, это же как подмечено, там ворон бьют кнутом, да, но это такая как бы непридуманная история. Очень много деталей, ну, не документальных, а таких жизненно правдивых, при этом очень большое пространство для метафорического осмысления. Да, мне кажется, автор как раз, собственно, первый акт и в некотором роде нам события заменяют этот очень подробный быт, который говорит сам за себя. Здесь действительно огромное количество подробностей и в языке, и в каких-то обрядовых историях. А, Никто не созрел. Так, у нас Да, это слово Валерия режиссеру, хочет нам сказать да. что-то? Я хочу поблагодарить автора. Спасибо огромное, потому что когда мне прислал текст Павел, я, если честно, ну так, прочтя его на одном дыхании, я не буду далеко ходить. Это про меня. Это про моего мужа, это про всех, кто вот живет. Сказал Нияз, да, что это про Бургана. Да, про Бургана. Для меня это как раз про Бургана, которого не было в моей жизни, несмотря на присутствие отца. Не было, но все то шлейфом все тянулось. И мы росли, как вот несколько лет назад на Любимовке была история, что я сказала, то есть подростки постарели, а жизнь сломана. У ваших героев, ну, самой молодой героине 38 лет, да, но она как бы не из семьи. Ой. Да, ну, да, Дочка но младше, я да. имела в виду мужчин, да, самый, казалось бы, молодой, 40 лет, уже там, дедушка, ты можешь быть. Вот, извините за скомканность. Так вот, и вот эта вот череда подробностей, она, конечно, провалила меня, да, вот в хорошем смысле слова. Как бы я почувствовала, и мне было очень важно, чтобы мы поймали эту атмосферу. Сложно было сегодня. Вот, потому что мы как-то далеко, мы, оказывается, друг друга не слышали. Муж мой сказал, что он нас слышал. Вот. Просто это такая важная история, когда ты не стал разрушенным, ты им оказался вот у этой люльки разрушенным человеком, и как бы тебе некуда идти, несмотря ни на что. Вот еще я хотела сказать, что спасибо за яркие персонажи,
потому что они прямо вот какие-то такие выпуклые, очень яркие, объемные. Вот их видишь, их чувствуешь, понимаешь. Вот, не знаю, пока все, но у меня как бы много бурлит, сформулировать сложно. Спасибо. Спасибо большое. А у меня, Ильгиз, к вам есть вот такой вопрос. Когда вы начинали писать первый акт, вы уже чувствовали, что это должно докатиться до настоящей трагедии? Вот то, что вы не дадите, значит, шанс самой молодой героине Фрузе на какую-то другую жизнь вне этого дома? Или вы сами удивились, когда персонажи дошли до этого? Нет, у меня обычно бывает так, что я иногда напишу, потом перечитываю и понимаю, что ну, пальцы написали что-то такое, что в голове не было. Но здесь финал я знал. Ну, просто я не знал, как дойти туда. Ну, насколько я сейчас могу помнить, ну, что происходило, когда писалось. Здесь я, конечно, да, знал, чем все это закончится. Но обычно я и не начинаю писать, пока не знаю финала. И середину могу не знать. Она как приходит по дороге. А финал мне обязательно, я должен знать, куда я иду. Мне надо знать, где Мекка. Это для меня важно. Здесь вот не хватало, вот чтобы персонажи были объемные, как вот вы сказали, да, чтобы они не были там, ну, схематичные, чтобы у каждого своя история была. И действительно, да, Бурган, он, наверное, как ну, персонаж главный, который висит над ними, но внутри вот, живых, так скажем, среди них, чтобы не было какого-то одного главного, чтобы у них у всех была история, чтобы это, ну, чтобы они были живыми людьми. И про Чехова, ну да, ну здесь и схема про как чеховская 4 акта. В третьем пожар, в третьем пожар. Да. Как Чехов сказал, чтобы написать пьесу, нужен врач и, как он сказал, разрушенная усадьба. В принципе, как-то... Да, вы следуете за этим, понятно. Да. Вот как, ну, где-то вот так, наверное. Но эта история, она, ну, эти тексты, наверное, пару пьес у меня таких есть, которые, ну, можно в одну линию, наверное. Пусть это «Вишневая гора», который я текст написал. До этого, наверное, «Туван Тумача», это «Родные люди». Вот они, наверное, какие-то образуют, как называется, цикл, что ли. А так, вот Ниязов Равович, он действительно, наверное, все пьесы мои знает. Я писал разные пьесы, и хорошие, и плохие, и интересные, и не очень, наверное. Но здесь эта пьеса писалась как пьеса, она не писалась как текст для театра, что часто сейчас, чем мы страдаем, как мне кажется, все. То есть это когда надо быстро, когда уже знаешь, где это будет ставиться и кто будет играть, и кто ставить, а часто еще бывает так, что сам будешь ставить. И некоторые вещи тебе не нужно описывать, ты понимаешь, что во время постановки все это будешь делать. Это очень замкнутая структура. Я, мало того, мне кажется, там не только как бы Чехова можно увидеть, но, в общем, и какие-то следы даже классической античной драмы и трагедии, потому что вот она начинается, это довольно классическая история. У нас есть персонаж, там, да, дальняя родственница Бургана, и она, как рассказчик, нам дает какую-то важную информацию о, собственно, его смерти. То есть это совершенно прям такая в хорошем смысле очень античная история и вводит нас как бы в мир этой семьи. И, в общем, и выступает таким рассказчиком. Потом тут есть такие персонажи, которые какие-то голоса каких-то разных, я не знаю, смыслов. Да? То есть, например, там Калимула, который вначале говорит про радость и про удовольствие, насколько я помню, да, и как-то хочется к нему присоединиться, но потом его личная линия, да, его вот с этим удовольствием заводит в какую-то очень интересную точку. Ну да, как если проследить ну, за каждым персонажем, там, ну, за исключением, может, Фирузы, там нету черных и белых, там есть, ну, как
по крайней мере, я старался так сделать, чтобы были разные люди. Ну, как никто из нас, наверное, к сожалению, не может прожить свою жизнь так, чтобы он ни о чем не раскаивался и чтобы всегда у него все происходило правильно. Мы делаем, иногда оступаемся, иногда какие-то неправильные вещи делаем. А, И, Фируза просто и как будто бы и не успела, ну, собственно, может быть, да, совершить да, каких-то, я не знаю, да, ошибок или может еще, наоборот. да, может за нее все совершили уже. Может она, ее ошибка, что она терпит какие-то вещи, может быть, да. А, И вот чтобы у всех были какие-то и хорошие стороны, так скажем, да, если уж примитивно говорить, и какие-то отрицательные качества. Ну, чтобы они живые, опять-таки, живые люди. Ну, текст, чтобы был, ну, вот, ну, как, вот эти споры, драматургия это литература или это не литература, да? Ну, мне кажется, есть разная драматургия, есть именно драматургия как В этом же ее прелесть, что вообще она сочетает в себе две прекрасные возможности. И как текст для ну театра, да. и как произведение литературы. В школе же нас учили, что эпос, лирика, драма, она там была. Все в порядке. Да, но среди профессиональных писателей споры иногда возникают, да. Ну, прозаики не очень так считают, что там, драматургия это не литература. Но мне кажется, есть разные драматургии, которые можно просто читать. И хотел, чтобы эта пьеса, она была не просто текстом, чтобы это было литературой, чтобы это... Тем более, когда вот в переводе, да, когда на своем языке, на языке, которым ты писал, ты читаешь свой текст, именно свой текст, всегда кажется, что его можно исправить. Вот когда я читаю текст там Туфана Мигнуллина, да, например, нашего классика татарского, великого драматурга, или там Карима Тинчурина, я воспринимаю это как вот целостное, ну вот как предмет какой-то, да, вот он сделан. Свою пьесу, когда читаешь, как будто это вот, ну, из лего вот так собрали, и такое ощущение, что вот эти кубики можно еще передвигать. А сейчас я вот на читке, спасибо вам большое, я послушал этот текст на русском, и такое ощущение, что это лего уже залили чем-то, что ты там уже не... Вот текст стал литературой Надо, какой-то. кстати сказать, отдать должное переводчику. Да, Он да, воспринимается, честно говоря, я даже не почувствовала, что это переведенный текст. Наиль Шмухаметов, наверное, один из лучших переводчиков у нас в Татарстане. Я очень благодарен ему, что он согласился и перевел этот текст. Вот. Потом с Вы как-то русского... беседовали с ним в процессе перевода? Он вам какие-то Нет, вопросы абсолютно не задавал? беседовали. Он прочитал пьесу и перевел. Буквально там, может, 10 каких-то мест там было, которые, может, он не совсем там нюанс. Ну, что пару слов там буквально, ну, не больше 10, наверное, исправили. Потом по этому тексту еще переводили, с русского уже переводили на азербайджанский и ставили эту пьесу в Баку на молодежном театре. Бахрам Эфенди делал там спектакль. А кто-то из героев, вот вы сказали, да, что вы на самом деле многих выписывали из реальных людей. Кто-то из вот тех, на кого вы ориентировались с этим текстом, как-то познакомился, был, не знаю, на спектакле, на какой-то читке? Нет, нет, потому что, ну, здесь не совсем-то и приятные вещи описываются, наверное, для кого-то. Ну, не каждый поймет. Но тут нету такого, чтобы я взял какой-то персонаж и полностью на 100% его списал. Так не получается. Это всегда, конечно, собранные какие-то образы. Но вот одно могу сказать, что вот эта бабушка, Бадр Хаят, да, у нее имя другое было, она буквально месяц назад умерла. Она 90 с чем-то лет ей было. Вот она таки мечтала о, о большом доме, но ей квартиру дали. Квартиру дали, и она жила в квартире. Потом уже. Вот месяц назад. Я все мечтал, я с ней буквально на похоронах своей бабушки чуть-чуть поговорил, пообщался. Эта пьеса еще была, не была, я не помню. Все мечтал к ней, как называется сейчас, интервью на интервью, да, такой. Ну, основательно поговорить, потому что она
жизнь повидала. Этот человек не просто там в деревне выросла, вот она действительно уехала куда-то, она писала там, на татарском она писать не умела, только на русском писала, разговаривала, конечно, на татарском. И ну, богатый жизненный опыт, так скажем, потому что человек работал во многих местах, во многих городах, и как-то по жизни вот пробивался чисто какой-то физической работой. Ну, тяжелая жизнь, тяжелая судьба, и, конечно, для нас это интересно, как мне кажется, судьбы людей. Вот как-то так. А вы вообще, вот для вас лично традиции в вашей жизни имеют сильное значение? Для меня да. Ну, есть какие-то вещи, которые, ну, в семейном укладе, там, ну, это традиции, какие-то национальные, наверное, черты. Но я себя считаю, что я не радикал ни в чем. То есть я ни в традициях, ни в религии, ни в каких других как-то мировоззрениях, да. То есть я допускаю какие-то другие взгляды, что, мне кажется, и должно быть основой какой-то демократии, что разные взгляды должны быть, а не так, чтобы вот ты самый передовой, и вот ты уже начинаешь, ты такой передовой радикал, да? Ты начинаешь давить своим передовизной других. Я считаю, что должны уживаться все, у каждого ну, свои взгляды должны быть на жизнь. Главное, чтобы они не мешали жить другим. А традиционные какие-то вещи, ну, конечно, это семья, какие-то отношения с родителями, например. Я не понимаю людей, которые обижаются на родителей абсолютно. Я считаю, что это... А ваши герои, хочется сказать. Ну, я же не говорю, что я их понимаю. Это же герои. А лично я, например, у меня отец, мама, слава богу, живы-здоровы, брат, старшие сестры. Ну, как я самый младший, я понимаю, что я самый младший. И у меня есть какие-то права, как у младшего, и есть какие-то ограничения, как у младшего, и они должны быть, потому что а то жизнь превратится в дом бургана какой-то после отсутствия бургана. Спасибо большое. Друзья, вот у вас есть уникальная возможность задать автору еще какой-то вопрос. У нас есть буквально минута. Или мы уже заканчиваем тогда наш разговор. Есть два раза ставилась вот в Буинском театре, ставила Лилия Ахметова, моя однокурсница, буквально вот год назад, наверное, в декабре в прошлом году, что ли, или в ноябре вышла. Да, это в Татарстане есть Буинский театр, вы, наверное, может, слышали. Они в этом году в лонг-листе маски. И в Азербайджане, в Баку ставили на азербайджанском языке. Ну, к сожалению, там я просто прокомментирую ситуацию в театре в Буинском. Там город, население 16 тысяч официально, де-факто там живет, наверное, 1014. После 4 показов любого спектакля его можно снимать, ну, как бы с репертуаром. И дальше его только на колесах. И у них как бы сейчас такая немножко, у них такое биполярное существование у театра. Они очень любят фестивали, хотят фестивали. Когда они что-то делают, либо в фестивальную обойму спектакль попадает, допустим, да, либо он становится таким коммерчески успешным на гастролях. Вот в данном случае, если ни туда, они как бы, вот, ну, жалко, потому что он прошел несколько раз. Все, кто хотел, его посмотрели в городе, а дальше они его на колеса ставить не стали, потому что, ну, спектакль тяжеловат для, я имею в виду, во всех смыслах. Декорации. Ну, там и декорации, прежде всего, даже не тематические, а технически тяжеловат, потому что играют они в основном на сценах не приспособленных, они же ездят по деревням, по селам, по маленьким городам, где нет театров профессиональных, но есть там какие-нибудь ДК или там еще что-то, какие-то площадки, которые не очень приспособлены под монтаж сложных декораций. Поэтому, вот, к сожалению, жизнь этого спектакля, она такая. Но у них, что хорошо в этом театре, у них все спектакли заморожены, как яйцеклетки. В какой-то момент их можно извлечь и дать им, ну, то есть у них не списываются декорации, у них есть где хранить, они помнят, ну, то есть при каком-то таком благоприятном стечении обстоятельств. Я уж просто тоже, чтобы 2 раза не вставать, мне еще очень понравилось, правда, спасибо Наилю. Я, естественно, перевод не читал, потому что, ну, как бы нет необходимости. Ну, во-первых, я хорошо помню пьесу, во-вторых, ну,
И вот спасибо вам большое, Валерия, но артистам. Но самое главное, совершенно другое существование текста возникло, потому что все-таки у Ильгиза в оригинале, да, на татарском, у него очень много живых таких оборотов, у него достаточно живая человеческая речь. Так люди разговаривают. Да? Здесь немножко превалируют литературные конструкции, но именно вот это качество и обеспечивает то, о чем вы говорили, да, Полин? И вот эту античность, и какую-то, ну, может быть, более интернациональную историю, да, не замкнутость только в мире татар, потому что если там, по большому счету, если там поменять имена, да, ну, что там, ну, только не 7, а 9 дней у русских, да. Ну, какие... Будет Кутья, да, они это, ну, будут, может быть, не Казань там, а Ярослав. А на самом деле, как большой разницы нет, это действительно большая проблема еще вот этой урбанизации, вот здесь идет она где-то фоном, того, что помимо того, что Бургат, а где там деревни, да, вот достаточно у нас в Башкортостане, в Татарстане, в Чувашии у нас достаточно крепкий аграрный сектор, люди живут, занимаются сельским хозяйством, достаточно крепкие деревья, то есть деревня, нельзя сказать так вот, русская деревня умерла и живет там в нескольких субъектах РФ, в основном на юге, да, там Ставропольский край, Краснодарский и так далее. А в центральной России как бы деревень уже нет, есть борщевик. Ну, практически, за редким исключением, это вымирающий уже, почти полностью умерший феномен со всеми своими прелестями, культурой, фольклором и прочего. А здесь как бы, но все равно есть упадок, а все равно город высасывает, все равно люди стараются, молодежь старается уехать. Ну, в подавляющем большинстве случаев. Поэтому это еще как бы, может быть, символ не просто, а с другой стороны, ну, то есть еще с одной стороны, естественно, резервуар сохранения языка – это деревня. Потому что как бы там тебе, деревне, в принципе, тебе русский язык не нужен, тебя все понимают на родном языке, в отличие от города, где все-таки, ну там, ты же сама там, давайте прекращайте говорить на тайном языке, да, вот так далее. Все равно ты время от времени ну, тебе же нужно коммуницировать. Сейчас можно стать в позу, да, ну, у меня есть вот некоторые знакомые, они принципиально заходят в магазины, только на татарском языке что-то просят. И если их не понимают, они говорят, ладно, я пошла в другой магазин, пускай вам будет там, пускай... Я знаю, нет, это просто одна позиция, а другая позиция. Ну, мы же люди театра, нам все равно надо коммуницировать. Ну, вот в наш театр, где там, откуда Ильгиз и где я работаю, ну, понимаешь, синхронный перевод на 2 языка, на русский и на английский, да? Ну, если бы мы не хотели, чтобы нас понимали, да, мы бы, наверное, как-то тоже замкнулись. Вот в этом смысле, мне кажется, это еще метафора ухода корневого уклада. Потому что в городе он размывается. В городе нет, по большому счету, кроме языка, кроме каких-то глубинных культурных структур, в городе нет разницы между, вот в Казани, я говорю, такой мультикультурный город, между русским, татарином, евреем, азербайджанцем, армянином, в быту, в жизни, да, но все живут примерно в одинаковых условиях. Для всех, конечно, основной там лингва франка, это русский язык, да, все говорят, ну, как где-то в семье ты говоришь, встречаешься с коллегами или в семье, ты говоришь татарском, если такой гомогенный круг общения. Если он гетерогенный, там несколько русских человек, уже переходишь автоматически на русский язык. И вот этот уход, вот эта разруха Бургановского дома, это еще как бы в каком-то смысле ну, то, что нас, наверное, ждет в ближайшем будущем. Если... Я с тобой полностью согласна, и я вот очень вижу в этом еще одну тему, связанную ровно с тем, что ты говоришь. Это история про изменение формы семьи. Она оттуда же идет, потому что, по сути, современный мир, он как бы ищет, как вот эта семья, которая раньше была нашим тылом и нашим смыслом, и вот эти смыслы вдруг распадаются, и мы видим это на примере как раз этой конкретной семьи, и непонятно, а в какую форму дальше это может выкристаллизоваться. Ну, это, кстати, и женское, ну, понимаешь, вот раньше традиционная семья, да, у Бургана сколько детей, там, ну, 4 от одной, получается, одна, ну, там уж последний, поздний брак, но, в принципе, как многодетные семьи для деревенского уклада это такое Норма. до сих пор, да, то есть это до сих пор как бы норма. Но в городе это уже невозможно, в городе это уже очень сложно иметь, там, больше 2 детей, 3 ребенка, это уже все, максимум. И, естественно, функция женщины в обществе совершенно изменилась. В городских условиях она не может быть просто матерью и хранительницей очага. Ей нужно творчески самореализовываться, работать где-то. Даже если как бы муж там обеспечивает, она не хочет, например. И все это все равно, ну, все это требует какого-то, ну, я не знаю, мы же все равно относимся к театру, да, театр, драматургия, это же все равно не искусство, да, вот в чистом виде. Это еще какой-то способ познания мира, да, это онтологический способ совершенно познания бытия, картины бытия.
И вот в том числе мне почему нравится такого рода драматургия и материал для театра, потому что она не содержит в себе каких-то готовых ответов. Ответов нет. Каждый, наверное, Мало того, герой, который использует разную стратегию, да, сын, который, наоборот, отказывается от этого городского, у него есть возможность быть там юристом, адвокатом, казалось бы, и он, в общем, да, не очень здорово заканчивает. Ну, его же еще грех вот этого убийства, наверное, терзает. Наверное, да. С другой стороны, молодая совсем девушка, которая хочет другую стратегию выбрать, и тоже нам автор так заканчивает. Тоже не дает. Не наверное, дает, да. дает. Ну, потому что нет... Можно сам не знать. Ну и слава богу. Это же так страшно, когда автор знает все о мире, о семье, о доме, о том, как людям надо жить. Это же ужасно. Это рухнаме тогда получится какой-то. Не жалко вам было убивать? Жалко. Нет, всегда жалко, конечно. Ну, с одной стороны, конечно, ты как... они близкими становятся тебе. И, да, включаются какие-то человеческие вещи. С другой стороны, ты как чисто профессионально думаешь, а не лишка ли это, да? 3 человека сразу в одной машине. Это очень сильно, но знаете еще, в чем сила вашего произведения? В том, что если бы этого события не случилось, оно бы не стало менее емким и трагичным, пьесой, если бы не случилось этого. Ну, лично для меня, потому что все равно все как бы жизни, они разрушенные, они такие стеклянные, Да, может хрупкие, быть, да. я имею в виду. И если бы просто сейчас для меня в читке не прозвучало это событие там по каким-то причинам, Мне кажется, это вообще вот это самое, ну, я не знаю, думал ли об этом Ильгиз или не думал, он на самом деле не конструктор, он не может вот так. Есть схематические авторы, у Ильгиза много интуитивно рождается, как мне кажется. Но это же кайф, что это событие, которое не становится событием. Погибло 3 члена семьи, а ни хрена же не поменялось. Да, Вот да. прошел год, и та же кутья... Да, я согласна. Мне кажется, это не читка, это как будто бы заложено в пьесе. Они же даже повторяют, что там эта тема дана еще до этой смерти, что мама как-то как-то стыдно, немножко странно, отец умер, а мы живем так же. И там все время референсы. Понимаешь, там, а ты когда женился, когда мама умерла? Сколько дней? 40, наверное. Вот, а ты когда замуж? Тоже, что такого? Почему я не могу привести? Я же хочу быть как Бурган, как отец, чтобы уже посмертно его любовь завоевать. Я буду так же делать, а ничего не получается. То есть, как бы вот это, мне кажется, это очень важно, что это у вас и играет, что это не событие. На самом деле, в любой другой, по идее, У нас так получилось, что не произошло событие в читке, да, но... Мне кажется, это было заложено в пьесе тоже, да. Это же как бы в любой нормальной семье, Мимоходом да, погибли 3 человека, ну это там... Это событие только год будут для люди матери. рефлексировать. Событие для матери. И то она настолько отстранена, настолько она не в трагической рефлексии находится, а в ступоре. Она как бы, она лишена своей воли, она все на автомате делает, проводит поминки по мужу. Сейчас 40 дней пройдет, она будет поминки по дочери и своим, как это называется, дети под первым пасынками падчериц. Вот. Но это чисто на автомате. Даже для нее это, по-моему... А что изменилось в ее жизни? Она переехала из этого дома в свой родной дом. А что по большому счету поменялось? Она не ушла ни в монастырь, там, да? Она не опустилась, не стала пить, не стала там колоться, не завела мужика. С ней ничего не произошло, на самом деле. Ничего такого серьезного не произошло, по-моему. Я не хочу давить, но для меня это так. Для меня это важно. У нее какие-то внутренние события случились, мне кажется. Да, наверное, но но все не равно внешние. это гиперболическая структура. Мы не видим это, мы с этим домом... Да, это Да, понятно. она ушла вот жить в свой дом, она да. ушла жить в свой дом. Но в некотором роде тот дом, в котором она жила, он перестал быть семейным домом, он распался. Да, но это уже немножко отзеркалено. А мы не знаем, каков ее дом, какой ее отчий дом, куда она вернулась. Он не вступает в диалог с домом Бургана. И поэтому, мне кажется, это же хорошо, что это не вот такое. Это абсолютно же, опять-таки, чеховский мотив, когда что-то, что в другой ситуации, в другой, в классической пьесе было бы поводом для изменения предлагаемых обстоятельств, которые
не меняет предлагаемых обстоятельств. Сад рубят, уезжают, они все равно встают. Ничего не меняется в этих людях. Да, потому что это классическая такая психология человека, когда тебе очень хочется вырваться из плена семьи, которая действительно как бы думает за тебя. И вот, когда ты получаешь возможность действовать сам, ты вдруг понимаешь, что Действуешь а уже кто дальше. ты? Да, и как действовать? Ты понимаешь, что вот это вот твои какое-то личного повествования не каждый может создать. Тут тема дома, она, конечно, я вот отстраненно немножко от текста, ну, серьезно, просто после этого произведения столько всего еще сделано, и забываются некоторые вещи. Я сейчас понимаю, что вот там у всех тема дома, да, она, как, по крайней мере, там она три раза, то есть у этой Бадр Хаят, да, у которой хочет большой дом, у которой был большой дом когда-то, пятистенок, да, то есть большой дом, она живет с этим воспоминанием, что у ее отца был большой дом, и она выросла в большом доме, потом куда-то она там, видимо, по общагам моталась, да, ну, вот, одиноким предоставляется общежитие, да, ну, куда она ехала работать. Потом вот вернулась сюда и живет в маленьком доме, как с баню, да, и мечтает о том доме. Это жена Калимуллы, которая построила этот дом, жертвуя своим здоровьем, да, тоже реальный, кстати, персонаж абсолютно. Которая нам результат поджигает. Все это реально, да. Реально было в жизни, да? Да, все это было. У них были вкусные яблоки. Мы, когда стадо встречали, всегда у них воровали яблоки. Она ругала нас. Вот. И основная тема дома Бургановского. И я сейчас понимаю, почему, ну, может, эта тема у меня возникла, потому что вот когда я приезжаю к себе домой в деревню, что я не очень люблю делать, потому что я вижу, как, ну, все, наверное, думают, что я там папу, маму не люблю, может быть, но я вижу, как деревня потихоньку распадается, и эти дома уже как через один, через два только. Мне это тяжело. Я потом неделю, мне надо вот как-то забыть все это, чтобы опять прийти в себя и начать нормально работать. И у отца, у него вот одна тема. Ты приезжаешь, и он сейчас ходит и беспокоится. Или он вот так просто на примерах, просто так как будто, ну, закладывает нам. Вот там у этих умные дети там. Родители умерли, дом не продали. Вот сейчас все там приезжают летом, в отпуск со всех городов приезжают, и нормально там шашлыки жарят, типа, живут летом. Потом уезжают, дом стоит, да. Но все родственники там собираются. А потом еще, вот он так. И сейчас он переживает, что у нас у всех уже свои дома есть. Ну, он думал, что там кто-нибудь приедет, будет жить потом. Там я или брат там приедет. Он говорит, да, сюда, наверное, никто не приедет. Потом я смотрю, он баню строит. Баню строит, фундамент одного размера, да, одной формы, побольше, а баня чуть меньше. Я говорю, папа, а что такой фундамент? Я говорю, зачем? Баня же поменьше. Он говорит, ну, мне, говорит, хватит маленькую. Я говорю, а зачем фундамент тогда? Так вы приедете, вам побольше надо будет, вы построите на этом фундаменте побольше. То есть он уже начертил, все, фундамент он большой для нас сделал, а себе там кусочек только использовал. То есть он уже об этом подумал и заложил там. Вот эта тема дома, она, наверное, в моей жизни как-то она вот как фоном существует. Так. Спасибо большое, Альгиз. Спасибо, Валерия. Спасибо за обсуждение.